Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: что скрыто от вас сейчас. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим, кто вы, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы сейчас находитесь, что вас окружает. Показывает, здесь много обмана в отношениях было. Постоянно давали какой-то шанс. И не один шанс, шансы в целом давали человеку. Человек как будто бы вытер ноги и пошел. Вы знаете, в чем-то вы себя укоряете. Есть такое, что я себе не прощу. Да, здесь, может быть, даже кто-то сожалеет о том, что вошел в брак с данным человеком. Здесь, может быть, у кого-то к жизни поменялось отношение. Вы сейчас стали, вот как вы можете думать, мне уже столько лет, я только сейчас стала соображать, понимать, видеть вокруг какую-то информацию, слышать и так далее. Да? То есть вы сейчас как будто бы только повзрослели. Кто-то здесь снял розовые очки и понял, что любовь не бывает вечной. Здесь, знаете, вот в некой степени даже вас осенила новая идея о том, чтобы, например, войти в новые отношения или жить вообще без отношений. У кого-то здесь это как выдернуть все зубы, и кариеса не будет. Вот знаете, также и с отношениями, вот не вступать в отношения с мужчинами, и будет спокойствие, например, и не будет какой-то нервотрепки. Да, вот такое вот можете принять для себя решение, например, остаться одной. А у кого-то даже, вот знаете, как могут проходить такие мысли. Вы, кстати, в некой степени и коуч, да, психолог можете быть. Вот для кого-то только сейчас пришло это озарение, да, что вот я сейчас стала увлекаться психологией, например, отношениями. Вы вот понимаете, что брак, он никак вообще не сдерживает узы людей до конца жизни. Это в редких вообще ситуациях, да, вот только посмотришь в сторону, да, уже развелись, женились, развелись, вот как-то так. И вам кажется, что то же самое будет у вас, а зачем мне вообще оно надо? Здесь какое-то такое глубокое осмысление. Также показывает вас человек, который, возможно, вы являетесь чьим-то крестным, да, кого-то вы опекаете, может быть, о ком-то заботитесь. Также здесь очень духовно развитый человек. Глубокий мыслитель, читаете, возможно, какую-то такую научную литературу, чем-то вы таким занимаетесь, исследуете, может быть, даже что-то такое древнее, старое. Здесь, кстати, смотрят люди, которые любят винтаж, ретро, антикварные, может быть, какие-то вещички, вот знаете, поковыряться, может быть, на барахолке, во всяких таких сундучках, да, вот когда выкладывают такую коробку там или сундучки, в которых лежат, может быть, разные изделия, там бижутерия какая-нибудь, еще вот вам нравится во всем этом просто ковыряться, высматривать, да, вот просматривать, если там печать, вот какая-то, такое что-то есть, марки, может быть, кто-то коллекционирует или любит марки. Вам интересно, любите красивые иллюстрации, картинки. Ну вот вам карты Таро, тоже иллюстрации, картинки. Возможно, даже вас притягивают какие-то такие интересные иллюстрации. Может быть, детские или винтажные. Хорошо. Ну, вы такой человек, умеете вы за себя ответить, но здесь часто бывает такое, что вы поздно отвечаете. Это, знаете, как уже поздно махать кулаками после боя. Вот есть такое, что кто-то вас разозлит, вы уйдете, а потом думаете, вот я бы ей или ему дала бы, да, вот сказала бы. И то бы, и это, и стоите, бухтите. Есть некая доля такая и
острые слова, которыми вы очень остро пользуетесь. Вот вонзите как ножом по сердцу или в сердце. Кого-то вы обидели в этой жизни, да, кто-то до сих пор обижен, даже после каких-то слов. До сих пор помнит какие-то слова ваши на фоне какой-то агрессии вашей, злости. Помнит, как вы выражались или что вы говорили. До сих пор в памяти. Также вы человек, возможно, который собирает сейчас или копит на что-то, да, деньги. Собственник, ревнивый человек, или все, что мое, оно мое. Вот как-то так, никому ничего лишнего не дам. Можете быть жадноваты на деньги, на что-то, вот жадность некая такая есть, потому что самой не хватает. Кто-то здесь, вы знаете, может вот именно от зарплаты до зарплаты, да, не хватает, нужно что-то делать. Сейчас можете чувствовать разочарование и в отношениях, и в деньгах. Здесь человек, можно, как сказать, даже в какой-то степени злиться. Злиться, что все так происходит, или все в мире вот так устроено как-то неудобно, плохо, несправедливо. Также у вас для этого есть все инструменты, чтобы все на сегодняшний день исправить в лучшую сторону. Вы, кстати, можете это сделать, и причем просто, легко, спокойно. Самое главное, не обращать внимания вот на какие-то ситуации, которые вас триггерят. Это отношения, друзья, знакомые или проходящие незнакомые люди. Вообще, все, что вас раздражает, не подпускайте к себе. Думайте о позитивном, и тогда вокруг вас, вот на самом деле, да, будут открываться именно те двери, о которых вы мечтаете, думаете. Вот так вот. То есть вы можете даже вот держать какую-то обиду, и она уже все блокирует. Она не дает просто какому-то росту, да, каким-то возможностям, каким-то перспективам двигаться и так далее. То есть это все взаимно, и это все, знаете, очень, как бы сказать, заслуженно. Вот если буду держать, например, негатив, да, я понимаю, что я должна понимать, что мне не откроется никакая дверь. Да, здесь нужно именно какой-то такой легкий подход, но этот подход через позитивные мысли. По крайней мере, даже если наступило какое-то разочарование, уходить от этого. Уходить. Но в любом случае всегда говорите вслух: я удачник, да, я удачник, или удача на моей стороне, вот так вот, да, поддерживая себя. И оно будет именно так, и веря в это обязательно. А то кто-то может говорить: я богатый, но понимать, что у меня в холодильнике мышка повесилась, и вот думать: ну какой же я богатый внутри. Но вы должны это четко воспринимать, как будто бы у вас полный холодильник. Вот именно в таком плане, да, или у вас красивый новый автомобиль, да, новый дом там и так далее, например, если это касается финансов. Здесь у вас показывают, будет в вашей жизни так, как вы настроите вот себя сами. Здесь показывают, что энергопоток именно закрыт от ваших негативных мыслей, от ваших негативных или даже вот мысли тревоги. Убирайте вокруг себя какие-то триггеры, волнения, тревоги. Хорошо, давайте смотреть дальше. А что скрыто от вас сейчас? Что скрыто? Ну, кто-то вас тут хочет. Этот человек, который вас очень сильно хочет, он с вами в недавнем прошлом спорил о чем-то, доказывал что-то. Человек, который перед вами выеживался, выпендривался, показывал себя иначе, не таким, каким он является на самом деле. Здесь мог говорить, например, даже человек или хвастаться, что у него там много денег, или у него там недвижимость, или у него там хорошая работа, или он такой профессионал в чем-то. На самом деле это неправда. И даже человек мог говорить, например, что у меня профессия тата, а у него другая профессия. Да, вот я работаю, он работает дворником, а скажет: я начальник.
Ну вот совершенно другое. Человек сейчас, знаете, вот как-то он или вас где-то замечает, или видел. Здесь какая-то интимная зона ваша задела этого человека, или он о ней очень хорошо помнит. Например, даже увидел вас на каблуках. Все, его это возбуждает. Может быть, это и какие-то определенный цвет туфлей. Кстати, собаки, смотрите, как лают, да? Вот это он. Он злится на вас. Еще как злится. Злится, что у него не получается. Вот собаки лают, да, и вот эта карта. Злится, что у него не получается. Здесь есть какая-то деталь, которая вот, например, возбуждает женщину. Да? У каждого оно свое, у каждого свои какие-то бзики, хотения и так далее. Вот, например, туфли, да, на высоком каблуке. И вы вот прошли, и все, и вот эта вот деталь запомнилась. Но здесь кто-то отговаривает вообще от вас, этого человека. Здесь могут идти какие-то и разговоры, какие-то легкие, так скажем, слухи. Здесь глубоко человек в разговоры на тему вас вообще не старается не входить, никому ни о чем не рассказывать. Так, на поверхности есть то, что вы нравитесь данному человеку. И тут вот кто-то говорит, что зачем тебе это надо. Да? Почему-то еще тот, кто о вас говорит, думает о том, что вы какая-то пустая, пустышка. Или конфликтная особа. Что скрыто от вас сейчас. Ваши ресурсы в вас, тут говорят. Не нужно уходить в слезах, например, да, от какой-то проблемы. Надо брать это просто и решать. Другого не дано. Вот надо решать. Не надо плакать. Представьте, что это задача, которую нужно решить. И обязательно найдется несколько решений для этой задачи. Это касается финансов. Что скрыто от вас сейчас. Ну, здесь кто-то хочет богатого мужа. Или чтобы муж много зарабатывал. Да? Здесь хочется, чтобы кто-то спонсировал, кто-то помог. Потому что здесь женщина сама совсем не может справиться. Здесь кто-то, вот знаете, даже сейчас может переживать какой-то вот и финансовый кризис, да, и с другой стороны злиться, а вот на эту энергию никто не идет и не знакомится, и мне никто не нравится, или я проявляю, например, какую-то некую такую, не то что агрессию, недовольное лицо постоянно, да, вот неулыбчиво. Из-за этого никто в мою сторону не идет, потому что в моей голове очень много проблем, связанных со всем. И деньги, и все. И это сделать, и то. То есть здесь какая-то вот целая каша. Что скрыто от вас сейчас? Еще здесь злость какой-то дамы. Наговорила, вот знаете, вы этой женщине когда-то сказали, и правда, вот прям как по сердцу ножом, вот какие-то слова, которые до сих пор, да, вот в ее голове. Она говорит, что я это запомню, да, или я это не выпущу из головы, то есть она об этом очень часто вспоминает. Здесь была какая-то вроде как сглаженная ситуация потом уже, да, но эти слова помнятся. Есть на вас злость, есть по отношению к вам зависть на ровном месте, да, есть чувство даже вот, что жизнь вам, или она хочет отомстить, или вот ее мысли именно, что в жизни, да, вам еще достанется вот какой-то неприятный сюрприз. Чего-то она выжидает. Но видит, что вы сейчас вот как на неком перу или довольствуетесь чем-то, богаче вы от этого не стали почему-то. Может, да, думать, что вы воспользовались и ее финансами, богаче вы от этого не станете, или деньги эти вас накажут. Какое-то вот есть чувство мести, чтобы
Это или само отомстилось, да, бумерангом прилетело вам, или вот я ей покажу. Хотя больше, да, вот она желать может. И опять говорю, повторюсь, да, здесь какая-то зависть присутствует. Здесь она видит то, что вы наслаждаетесь жизнью, вы не обращаете внимания. Или, да, еще такая идет ситуация, что плохим людям всегда в жизни достается все самое лучшее. Что скрыто от вас сейчас? Ну, хочется сказать, что в последнее время очень активно беседы идут на рабочем месте, да, или в кругу какой-то компании людей, между женщинами именно. О том, что вам очень сильно в чем-то повезло. Повезло с мужем, повезло с семьей. Могут кто-то смотреть на ваших детей, что вам повезло с детьми, да, а у кого-то с этим проблемы. Что еще скрыто? Ну, скрыта какая-то... Скрыта ситуация, да, то, что вы не примете какого-то человека. Именно человек переживает о том, что вы его не примете, потому что он слишком для вас молод. Молодой какой-то на вас поглядывает. Вы на него вообще не обращаете внимания. Вам не нравятся такие, да, или слишком ты молодой мальчик. Да, очень юный, испытывает вот какую-то некую тягу душевную к вам. Может, да, здесь быть чувством любви. Здесь есть такой еще, знаете, юношеский максимализм. Я бы ее. Притом он намного моложе. Убиваются по вам. Слово сюда такое пришло. Продавец. Продавец. Может быть, да, это какой-то продавец. Или вы встретились, когда вы что-то покупали. Здесь вот такое произошло столкновение взглядов, да, флюиды заиграли у него. Нет, здесь насчет... Он сам понимает, что отношений между вами быть вообще не может. Да, он хочет, да, вы нравитесь этому мужчине, мужчина вами покорен. Но он понимает, что быть между нами ничего не может. Здесь или большая разница в возрасте, или вот что-то такое. У него есть какие-то наклонности странные, да, или ему, может быть, нравятся женщины старше. Но он понимает, что вы не захотите быть с этим человеком, с ним, вернее. Он понимает, это слишком, да, или она меня не так поймет. Бывают такие мужчины, которым нравятся женщины на много-много лет старше. Вот есть такое вот отклонение, да, так назовем. Что скрыто от вас сейчас? Опять разговоры о вас. Кто-то о вас сейчас уже говорит. Тут такое чувство, да, что кто-то даже желает или ждет вашей смерти, когда вас не будет уже, потому что вы приносите какой-то, так скажем, отток денег кому-то, или вы разоряете что-то, разоряете казну какую-то чью-то. Тот, кто на вас обижен, желает вам болезни, да, смерти, или прервались ваши отношения из-за денег. Из-за денег. Ненавидит. Сколько негативщиков ненавидит. Обзывается, осуждает вас, вашу жизнь осуждает. Также может называть какими-то вас мерзкими, неприятными словами. Человек сам, вот знаете, что желает, то в жизни вот получит. 13. Четверка. Также здесь, смотрите, числа, да, давайте посмотрим, которые могут указывать или на дату вашего рождения, или на
большие события в вашей жизни. 4, 13, 22, 31, 18. И все. Все, 18. Ой, я не знаю, кому вы так насолили. Здесь очень сильно взбудоражена, можно так сказать. Вот как будто бы на чеку какая-то дама ненавидит вас, обзывается на вас. Она говорит, что вы подставили ее или вот усложнили ей жизнь. Как будто бы после этого пошел у нее какой-то отток в денежном плане. У нее были деньги и не стало. Может обвинять вас в том, что вы замешаны в том, что ей в чем-то не везет. Может думать о том, что, может, да, она как-то влияет или поставила какой-то крадник, да, что вот она хочет забрать у меня деньги нечистым способом, да, чтобы, или я обнищала. Она имеет подозрение на вас. Да, потому что она говорит, что деньги были. И после, например, встречи или разговора с вами, да, вот у нее все стало идти по одному месту. Да, ситуация подвисла, она не знает, что делать. Выход здесь дойдет до человека, что-то какая-то информация или ситуация будет таким образом, что до нее что-то дойдет. Что дойдет? Такое даже чувство, что ее вразумят какие-то дети. Ну, все может быть, да, у каждого. Ты не знаешь, с какой точки это все может быть. Чужой ребенок, свой ребенок, да, вот именно как будто бы как ясность некая такая. Пришел и сказал, а я это нашел, да, а будет думать, например, женщина думает, что вы у нее что-то или взяли, да, или вы как невидимыми силами это забрали. Но здесь вот придет или ребенок, или, ну, ребенок разные дети, да, может и 18, и 30 лет быть ребенку, и скажет, что вот я нашел это, да, потому что здесь сомнения могут сейчас быть у нее, что это вы, вот конкретно падает на вас подозрение, что вы в этом виноваты. Или после последнего вашего, может быть, встречи у нее что-то пропало, да, она думает на вас. Но в то же время, знаете, вот думает, да, она, но где эта карта-то? Куда она делась? Но сомневается. Она думает, но сомневается. Да, здесь вот какой-то подоплекой обманом пахнет, но вот она как-то может и сомневаться, что навряд ли бы вы это сделали, да, или зачем? Что скрыто от вас сейчас? Ну, вот прям скрыто. Тайная жрица, да, вышла. Реально, информация от вас сейчас скрыта. Возможно, даже это последняя карта, потому что я ее достала сейчас уже одну, которая и закрывает весь расклад. Есть какая-то тайна, да, или второе, что, о чем могу сказать, что карты дальше не будут ни о чем говорить или начнут лгать. А если это скрытая тайна, что это? Семья. Кстати, у кого-то в семье могут какие-то быть тайны, недоговоренности. Кто-то вам чего-то здесь не договаривает. Мужчина, да, может не договаривать вам, если смотрит женщина. Также здесь вы можете повлиять на ситуацию, почиститься, смыть с себя, сходите в душ. Вот когда будете идти в душ, включите, пусть он над головой льется на вашу голову, на все ваше тело, и говорите, куда течет вода, туда все проблемы и беда. А когда ложитесь спать, проговорите: вечером сказано, ночью исполнено, моя жизнь любовью и счастьем наполнена. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.